библиотеку. Находимся в отделе литературы на иностранных языках, в зале мероприятий этого самого отдела. С 2011 года, с февраля, проходят здесь ежемесячно встречи с людьми, которых мне нравится называть профессиональными читателями. Это люди, которые любят читать, люди, которые любят рассуждать о книгах, которые пишут книги и так далее, и так далее. Вот спустя годы мы подобрались к мероприятию номер 71. Сегодня у нас два гостя. Во-первых, это герой вечера, поскольку речь идет о презентации книги, писатель Вахур Афанасьев. И вопросы Вахуру будет задавать, вести беседу Бои Филимонов, тоже писатель. В дебюте я сказал бы пару слов о Вахуре. Человек, за которым я, не знаю, может быть, лет 10 как-то стараюсь приглядываться, но который остается для меня загадкой в силу того, как много всякого разного он делает и добивается успеха в том, что он делает. Если перечислить какие-то ипостаси Вахура, в которых он предстает то тут, то там, через годы, например, для меня стало неожиданным, что человек, который известен как литератор, как прозаик и поэт, на самом деле имеет экономическое образование, окончил Тартусский университет. Он работал несколько лет еврочиновником в Брюсселе. Он играет на гитаре. Он, как музыкант, склонен играть рок и электронику, причем у него разные музыкальные проекты. Сейчас летом он будет дебютировать как куратор художественной галереи и художник. А сегодня мы будем говорить о том, о чем говорят в Эстонии последние годы, о книге Серафима и Богдан, объемный роман, который стал для всех в Эстонии сенсацией, откровением, сюрпризом, для меня в том числе. Такой разный Вахур. Давайте посмотрим, о чем будет говорить Филимон. Игорь начал с музыки, я тоже хочу эту тему и зайду сразу с музыкальной стороны. Игорь сказал про рок и электронику. Мы с тобой не так хорошо знакомы, наверное, как ты с Игорем, может быть. Но я почему-то тебя все время воспринимал, наверное, продолжаю воспринимать как панка. Может быть, даже не по музыкальному стилю, а вот по образу жизни и как-то вот по каким-то таким мироощущениям. И вот панк пишет на поверхностный взгляд этнографический роман. И тут почему-то мне вспомнился, когда я стал об этом думать, я читал только один из двух романов Ника Кейва. Ник Кейв не сказать совсем, чтобы панк, но, в общем, отчасти можно. Его первый роман, тот, который я читал, он тоже, в общем, пронизан не этнографическими, но такими очень христианскими отсылками. То есть там религия тоже очень важна. Есть ли что-то общее у тебя с Ником Кейвом, кроме того, что вы оба написали по роману? И, в общем, откуда у панка взялась идея написать этнографический роман? Во-первых, я даже не знал, что Ник Кейв писатель, так же, как музыкант. Интересно очень. Да, я думаю, панк это есть то слово на все, что я делаю. Это все-таки импровизация и у меня такая вещь, что я делаю очень много, но достаточно Поверхностно. достаточно поверхностно. И это есть панк, я думаю. Это просто сила и идешь на свое дело и делаешь. Этнографический роман это история очень простая.
мои родители в Тарту познакомились. Мать с Южной Эстонии, отец с Когила, и у них просто не было дачи. Должна же быть у эстонцев дача где-то. Это как же это? И они просто искали, где там рядом Тарту можно покупать домики или дачу, чтобы не было у них денег, конечно, немного было, и в университете работали, и так они нашли один домик, это 10 километров от Чудского озера, и они совсем не знали, что же это деревня. Просто были там домики, да, не очень большие, и это вроде все, что они знали, что покупали дом, ремонтировали этот. Сосед сказал, что привет, меня зовут Тохто. Вот и потом выяснили, что соседа зовут Автоном, жена Улита, они поморские старообрядцы. И вот я просто жил летом в этом Сёльке и слышал такие короткие истории, там люди рассказали, как-то работали над чем-то, не знаю, ремонтировали тракторы или что-то вроде этого. И просто поговорили. И, конечно, как-то выпивали, тогда еще больше говорили. Там, когда выпивали, тогда выходило, что у них там какие-то проблемы уже во время войны и так далее. Там некоторые были мобилизированы немцами, а другие на советской стороне. Так что даже в этом русскоязычном поселке такие конфликты имеешь. Это все было интересно для меня, но я, конечно, ребенка не думал, что я буду книгу написать об этом. И только потом, когда я уже жил в Бельгии, вот там на Евросоюз работал, тогда я как-то понял, что это очень интересно. Тогда я уже путешествовал в Южную Америку и там, Камбоджу и так далее. И места, которые мы принимаем на экзотику. А вот я тогда понял, что Причудье и маленькая страна староверов и так далее, это интересно, это даже это есть экзотика для эстонцев и для всего мира. И вот там еще, я думаю, немного патриотизма у меня тоже, или просто это же моя деревня, где ребенком играли и так далее.
я хотел что-то делать с этим. А вот здесь опять есть этот панк-стиль, как в музыке, и также в моих книгах я взял этот материал, что я знал, еще есть некоторые книги о староверах и так далее, я взял все это и использовал только литературное, использовал литературно, использовал очень свободно, я думаю. И для меня это есть этнографический роман, а также нет, потому что я сложил свою душу, свою фантазию, не стыдился ничего, очень много фантазировал. Я думаю, здесь есть и элементы ужаса и так далее. Ну да, этнографически только на первый взгляд. Это как бы фон, на котором происходит эта вся история. История вполне себе там библейская, религиозная, какая угодно. Вот, ты сказал, что ты изучал литературу помимо собственных воспоминаний. Насколько Серафима Богдан можно рассматривать как фактологически достоверный источник о жизни староверов? Насколько все действительно так же происходит у них? Или это больше все-таки твои фантазии и воспоминания на эту тему? Это фантазия и комбинация. Если там детальность, тогда очень много из деталей я нашел. Есть некоторые книги о староверах, о жизни староверах. Я оттуда их взял. И, конечно, немного от того, что я видел у соседей тоже. Но эта достоверность, с этим такие дела, что если даже это кто-то фиксировал, что было так, вообще может очень вероятно, что что-то было так в одной деревне, а в другой уже было не так. Или в одной семье была традиция вот именно так, а другой уже не совсем так. И от того все этнография, это разных язык говорит. Полно противоречий. Да, противоречия. Так что если вы найдете противоречие или найдете что-то, что вы услышали, что совсем по-другому верится или делается, тогда, конечно, может быть моя фантазия, но и может быть это, что я изучал или видел вот так. Вот так это, но мы не знаем, где именно это правда. Я думаю, это большая картина все-таки выглядит вероятно, потому что теперь я покупаю дом в Казепе, именно в центре событий этой книги. И Специально или так получилось? Более-менее специально, потому что деньги от книги, и куда же инвестировать. Хотел спросить об этом после, но раз ты уже заговорил, вот ты теперь живешь среди них, общаешься ты с ними сейчас, насколько они похожи на твоих героев, а главное, читали ли они твою книгу, если да, то как реагируют? Не приходят ли они по ночам и говорят, что было совсем не так? Да, нет. Я думаю, людям все-таки нравится, что есть такая книга, это скажет им
то, что они tähtsad, Важные. они важные, и жизнь не такая важна. Есть, конечно, люди, даже в музее, там я слышал, там мне очень нравится. А почему еще они мотивируют? Сколько ты имеешь в виду? Да. Вот там этот начальник или кто там, она сказала, что не так-то много выпивали. Этого не может быть. А вот это я уверен. Был я ребенка или нет, но я видел со своими глазами, что делается. Это, конечно, в крестьянских колхозах так же. По поводу Колька, я вот какое-то время назад, 2 года назад, наверное, был там в музее, ну, там на день буквально, и вот посмотрел на всю деревню. И мне показалось, что это из этого, в общем, можно сделать такую маленькую туристическую мекку, что можно, в общем, туристов не только из Эстонии, не только внутренних туристов туда возить. Это действительно интересная такая экзотическая, сохранившаяся культура своеобразная. Она как бы и не эстонская, и не русская, она где-то посередине. Это какой-то вообще такой особенный смешанный полуэтнос. Или древняя русская. Или древняя русская, да, древнее, чем мы здесь, русские, живущие в Таллине и в прочих местах. Как ты считаешь, это реально, и надо ли это делать, или надо оставить их в покое и, в общем, оставить жить, как они жили, и могут ли они жить, как они жили столетиями? Но жизнь все-таки меняется все время. Я думаю, культура и традиции старообрядцев очень много менялись уже в советское время. Может быть больше, чем в нынешнее время. Но да, туризм, я тоже в этом виноват. И Raul Решкин и Kai Karsk, кто Воронья делали Каириева и так далее. Очень много людей приезжает летом, иногда слишком много. Это верно, что иногда слишком много. Волава, Старейший, волосной старейший. Волосной старейший Широков, он очень хочет этот курорт спа делать в Кольке. Уже годами говорит об этом. И говорит, он скажет, что очень скоро здесь большие деньги с России, там люди очень интересованы, и будет огромный спа. Будем видеть. Я думаю, что спа тоже неплохо, но есть такое местечко, как Каллаste, там туда бы спа было бы более вместилось бы хорошо, я думаю. Есть, смотри, парк Лоттема, который создан по произведениям Кивилярка. Если кто-то предложит тебе идею создания там, Богданима, ты будешь вторым эстонским писателем, у которого есть свой парк развлечений. Ты согласился? Мои друзья и соседи из Варения, фамилия Месси, они с туризмом занимаются. У них уже есть эта идея. Так что будет видно, что с этого получается. У них там идея, что болото и по болоту создать такие маленькие домики вроде Баба-Яга. Но есть идеи.
На задней обложке русского издания, не помню, эстонского, написано, что ты писал этот роман 5 лет. Ты сказал, что ты начал в Брюсселе, и вот ты писал там 5 лет каждый день, или как это все технически происходит? В Брюсселе, тогда я только думал, что хочу использовать этот материал на что-то. Не знал, что именно буду делать. Я не фиксировал дату, когда я начал с этим романом точно. Так что этот 5 лет это может быть и неверно, может быть 6 лет. Или что-то вроде этого. Потому что я помню, это было в 2010 год, я думаю, когда у меня эта идея формулировалась в голове. Потому что я не только воровал этнографию староверов, я и воровал одну маленькую повесть с древнеисландской саги, да. Селигрокс роман. В качестве каркаса Ага. для этого романа. Когда ты писал, консультировался ли ты с кем-нибудь по ходу дела? Проверял ли как-то вот всю эту фактологию, фотографию? Или просто читал ли ты кому-нибудь куски? Или ты сделал это все сам один? И потом только на романе выяснилось, вот вышел уже с готовым произведением? Панк. Сам деле. И да, этнографические детали никто не верифицировал. Да, Вера как-то читала на некоторых маленьких деталях. Вера Прохорова нашла что-то, что было не так, и я согласился. То есть ты хочешь сказать, что русская версия чуть-чуть есть местами друг Но друга? это очень там детали. Почему ты решил, что эту книгу нужно перевести на русский? Потому что когда я писал там диалоги и все это, я все время, видите, не очень-то хорошо говорю по-русски, но все равно я слышал этих людей, говорили по-русски, и даже я имитировал немного русскую грамматику или свою деревенский язык, который я в детстве слышал. И это как-то очень органично, очень нормально звучало для меня, что надо это перевести. Я даже хотел сказать на оригинале. На язык оригинала? Да. Восприятие. Я последние 2 дня, наверное, прочитал очень много рецензий на твой роман. Заодно вспомнил сам роман. Практически за всех рецензий не было ни одной отрицательной, максимум были какие-то отрицательные. Тебе предъявлялись претензии, вот сейчас, кстати, да, про эти претензии, что в книге очень много секса и насилия. Прям вот, что ты писал сцены секса ради секса, а не ради, значит, каких-то сюжетных линий, и что кто-то из рецензентов, какой-то из блогеров сравнивал тебя с Тарантино почему-то. На мой взгляд, ничего общего. В общем, вот сначала ответь на эти претензии, просто для галочки, потому что все понятно, но... Да, когда я работаю, я книгу пишу, тогда я играю. Так что если возникает идея, и
хочется сексе написать, это идея. Ничто тебя не сдерживает. Но я прямо я для себя интересные книги делаю. Я делаю книги такие, чтобы они были интересны для меня. И еще Тарантино это тоже неплохо, плохое сравнение, потому что у меня фильм все время идет в голове, когда я работаю. Роман, да, очень кинематографичен, не ведешь ли ты никаких переговоров о экранизации? Я знаю, что в Тарту сделали спектакль, вот, я его не видел, хотел тебя тоже попросить рассказать об этом спектакле. Принимал ли ты сам участие в его создании? Я ничего не знаю, и это увидеть еще невозможно, потому что это будет лето. Его еще не сделали, еще Это билет теперь лиза-коha. Дополнительные места. Дополнительные места поставить, так что можно покупать билеты на некоторые дни еще. А ты сам даже не писал пьесу? Нет, я не драматизировал. Это Ивар Põldus, Tartu театр. И на репетициях ты не был, ничего не видел, ничего не знаешь? Нет никаких репетиций пока. Даже так. Я тоже не уверен у него драматизация. Текст уже есть или нет. В общем, да, есть люди, которые будут играть там. Есть место, где это будет, и они организуют все это там. Но не знаю. Так вот, Будет интересно. вернемся к фильму. Нет ли каких-то разговоров, не обращался к тебе никто? Мне кажется, что вот я когда читал, ты когда писал, представлял кино в своей голове, я когда читал, он прям очень кинематографичен. То есть можно сделать, не знаю, вторую Туда я вернусь из него. В смысле фильма. Было круто. Очень понравилось бы. Но пока никто Не осмелился. Не осмелился. Удивило ли тебя такое количество, такое восприятие этого романа, такой позитивная пресса, такое количество положительных рецензий, и, в общем, там писали, что вот он тот самый большой роман, которого Эстония так ждала, и вот наконец-то, и так далее. И книгу покупали тоже. Ну да, и то, что и так хорошо продавался роман. Все, я ничего не знал, чего ожидать. Как-то кончить с книгой я, конечно, надеюсь, что будет бестселлер, но это я всегда надеюсь. И у меня все время я очень строго надеюсь, и так что совсем не уверен, получится ли что-то или нет. То есть сознательного рецепта написания бестселлеров у тебя нет? Я не думаю, что у кого-то есть. Как восприняли эстонские критики тот факт, что, в общем, в книге из эстонских персонажей важную роль играет только вот главный отрицательный персонаж, остальные все либо очень комические какие-то эстонцы, либо эпизодические, не играющие, в общем, решительные роли. Все остальные это, в общем, русские староверы. Да, там значительная часть из них вписана в контекст эстонского общества разного времени, но, тем не менее, все же, не обидел ли это кого-нибудь вдруг случайно? Я не слышал. Кто-то сказал мне, что ты первый эстонский писатель, который негативного эстонца в свой роман поставил. Но нет, я не слышал, что кто-то обиделся бы.
Я думаю, обиделись, конечно. Ты когда писал, это был сознательный элемент провокации, как свойственно панкам, или просто так вышло? Я тоже не помню. Может быть, провокация тоже. Но там еще важно было, что этот негативный герой, антигерой был чужим от других, не от своих. Так что он должен быть эстонцем. Вейко Мярко в своей рецензии пошел так далеко, что объявил Эпского антихристом вообще. Насколько ты об этом думал? И насколько вообще велика доля библейских каких-то мотивов и аллюзий в твоем романе? Понятно, что роман про староверов, наверное, так или иначе должен был касаться религии с той или другой стороны, потому что их жизнь, в общем, на ней сильно замешана. Насколько для тебя важна вот эта религиозная составляющая? И думал ли ты о том, что это антихрист? Нет, так я не думал. Можно и так это воспринимать. Я даже не знаю, разве этот Раймонд самый негативный в этом книге. Нет. Так что все там, даже если вначале хорошие люди, это близко к концу романа главные герои, Серафима тоже это же ненормально, что он делает. Ну там, в общем, это не так. достаточно мало нормальных людей. Не так-то хорошо. И, конечно, есть и люди посветлее, беспроблемные и просто нормальные. Но я все-таки на Кавказ взяли этот древнеисландскую сагу. Мог бы и взять что-то из Библии. Как-то вышло так. То есть, опять же, сознательно библейских аллюзий ты туда не вкладывал? Вкладывал. Конечно. Все-таки вкладывал. Конечно. Но не взял ни одной истории так что, с начала до конца. Еще в одной рецензии, может быть, в той же, я не помню, не записал, кто-то из критиков сказал, что, в общем, если свести к одному предложению описания романа Серафима и Богдан, то можно сказать, что это роман о мести. Насколько ты с этим согласен? Я очень согласен. Конечно, читатель может это воспринимать по-другому. Это тоже не проблема для меня. Потому что, в конце концов, читатель делает свою книгу, кто читает. Но да, месть, это есть о мести. Это сага о мести. А даже этот выставка, которую я курировал в галерее в Воронеже этим летом, это тоже будет о мести. Есть. То есть эта выставка связана с романом? Нет, выставка не связана с романом, но художники будут работать на тему мести. Так что... Тогда я не могу не спросить, почему это такая важная для тебя тема. Ты мстительный человек, или тебе кто-то когда-то отомстил, или ты хочешь кому-то отомстить за что? Я всегда думал, что я не мстительный человек, что месть для меня, но как-то смотрю критически в себя, тогда, конечно, найду там месть. Но вот эта тема мести, это есть этой исландской саги. Оттуда. Я только читал очень, я думаю, один параграф по-английски об
об этом истории. Даже историю не читал, просто Краткое изложение, самое. самое краткое изложение, что может быть. И это и была история мести. Все, что в этом романе такие каркасные элементы, это оттуда. Был один король, патриарх с большой фамилией, и был юный король, который хотел дочь этого патриарха. Ну вот и там убили этого патриарха и убили его сыновья и так далее. И вот оттуда такая, я как-то читал этот короткий версион по-английски. Это было очень ужасно. Я думал, что с этими людьми? Это, конечно, старая повесть, но в этом должна была быть для древних исландцев какая-то реальная, может быть, не происходили такие события, но эта идея должна звучать для них реальным, что может быть такое месть. Дочь выживет этот вот Серафима книга и начинает, она сама не убивает своего плохого антихриста, не убивает сама, а хочет, что его дети убивали свой отец, так далее. Ты еще более извращенная. И вот это было очень интересно, и все книга, я попытаюсь найти суть в этом, найти, как же это может быть так, что ведет людей до таких поступков. В книге, да, очень много ужасного, именно вот такого какого-то хтонического ужаса, но в то же время есть и смешные моменты, прям вот есть откровенные смешные моменты, вот можно прямо смеяться. В тебе больше веселый, ты более веселый, больше веселый человек или больше склонный вот к мрачной стороне жизни? Какие части, какие куски Серафима тебе лично ближе? Или оно тоже все так вот в тебе тоже сплетено? Да, это очень зависит, как дела на этом моменте. И иногда я мрачный, или может быть даже депрессивный, но чтобы выжить без юмора никак, без этого не выжить. Так что все время надо найти либо какой-то абсурд или просто шутить. Супер, там тоже да, достаточно. Как тебе работалось с Верой Прохоровой? Первый, это был твой опыт с ней работы, и сколько времени у нее ушло на перевод? Насколько часто она консультировалась с тобой, задавала какие-то вопросы? Как вот это все происходило? Очень легко было. Это удивительно. Просто работа. Во-первых, меньше полгода. Да. Как это возможно, не знаю, но есть у человека. Человек умеет работать. И, конечно, консультировала
Цитировал насилие. Я, со мной в большой мере имейлом не работали. Но даже не консультировали, не так-то много. Что взяла и сделала. Вот я читаю книги по-русски, мне кажется, это просто великолепно на русском поставлено. Я не знаю, как тебе. Я не читал на русском. Вот кто-то. Я читала, великолепно. Да, мне тоже кажется. Ну, вы все очень хвалят. Библиотека. Мне даже кажется, что лучше, чем оригинал. Часто кажется, я когда читаю свои книги на эстонском, мне тоже так кажется. Не знаю, как насчет Веры, но за переводы стихотворных текстов ты платил из своего прям кармана. Тоже хотел спросить, почему так? Потому что ты не веришь вот в систему Пульки или есть какие-то другие, или опять панк? Нет, Культуркапитал тоже дал деньги, но не так-то много. А за стихи, я думаю, я только потом помню, что надо эти Спросить, в смысле, Пульки? Да. Если бы я нашел издательство в России, тогда было бы легко больше денег получить с культурного капитала. Но я сам издал книгу, тоже не знаю, как найти кого-то в России. Может быть, теперь найду, потому что это только Эстония. Я даже не знаю, как его в России в магазин сунут. Совсем не знаю. Это очень сложная какая-то система, да. Но, в общем, теоретически ты бы хотел выйти с этой книгой на российский рынок. Конечно. Как насчет планов на переводы на другие языки? Переведена ли она, может быть, уже на какие-то еще, кроме русского? И что ты об этом знаешь? Планируешь ли ты завоевать имидж в этой книге? Конечно. Есть переведена на английский. На это надо еще работать, я думаю. То есть еще не издано? Это не издано, и надо над результатом работать. Это не так великолепный результат, как у Прохорова. Но есть одна финка, которая тоже хочет найти издателя, но во Финляндии там она скажет, что для финнов проблема, что книга слишком толстая. Я не знаю, откуда такой аксиом, что толстые книги никто не хочет читать, потому что смотрим на Гарри Поттер или есть очень много книг, которые читают, и так и есть. Ну, толстые книги тоже бывают разные. Твоя читается очень легко. Вот, прям очень быстро. Я не знаю, я прочитал ее быстрее, чем думал. Несмотря на то, что я читал не на родном языке, в общем, я прочитал ее очень быстро. Да, я специально попробую писать так, чтобы я не играю с языком для того, чтобы было бы как-то... Не играю так, что читатель должен быть декодировать это. Может быть, когда-то я и это делал, и может быть еще делаю, но сейчас, мне кажется, лучше написать книги, которые легко читаются, и просто фокусировать на
персонажей, на психологию, просто на события. Это более интересно для меня самого. По поводу восприятия я хотел еще спросить. Вот, много рецензий, как исламские критики, исламская публика восприняла эту книгу. Слышал ли ты что-нибудь о том, как восприняла эту книгу какая-нибудь русская публика, хотя бы здешняя, и насколько отличаются эти реакции? Вот, я не знаю, есть уже какие-то Я не по-русски, не я не слышал. видел. Может быть, тебе Я не просто устно кто-то сообщал, я не знаю. Та же Лера Прохорова. Хотя она, наверное, тоже читала на эстонском. Я очень много слышал, что хорошо вышло, что Прохорова очень хорошую работу сделала и так далее. Но я не помню рецензий. Вроде не видел. Пока не видел, да. И, наверное, последнее, что я у тебя спрошу, прежде чем я дам возможность публике спросить. Роман очень успешный. Один из самых успешных, наверное, в последнее время, если не самый успешный в последнее время эстонский роман. Не страшно ли после него писать что-нибудь новое? Конечно, страшно, но страшнее не писать. Когда с этим кончик, когда Серафима там вышла, я сразу чувствовал, что надо еще. А то это сказка Закончится, Да, вывалится. И следующее будет что-то в таком же духе или что совсем-совсем другое? совсем другое. Я надеюсь, будет тоже легко читаться. Но это совсем о другом. Это новый роман будет о идее прогресса, о человечестве, о людей, которые пионеры прогресса. Есть один персонаж немного похож на Илон Маск, это главный Тесла. И главный характер в новом романе будет с Латвии. Женщина, которая работала на финансы и делала большой международный успех. И она попадет на очень большую задачу. Один его друг, коллег, с которым она познакомилась в компании вроде SpaceX. Это в романе другое название в этой компании. И вот этот друг, он астроном, и он калькулирует, и выйдет так, что астероид Апофис, которая должна бы пролететь в 29-м, как году, да, очень скоро, она должна пролететь Землю, а вот этот друг калькулирует, и его Рабочая группа. да, что не пролетает, а попадет. Конец света. Так что главный Спасутся только люди из главный герой делает, что может, чтобы
с этим проблемам как-то Спасти человечество. спасти человечество. Да. Знает фильм «Армагеддон» и одновременно романы братьев Стругацких. Но это совсем не будет как скифи. Ага, как фантастика. Это фантастический элемент очень. Это не так-то важно, конечно. Ну, так же, как и здесь. Этнография, здесь есть и мистика, но это тоже не самое важное в Серафиме и Багдадии. Есть ли вопросы у публики? Да, у меня есть реплика и потом вопрос. Поскольку я работаю в библиотеке, но не часто бываю на обслуживании, была просто отзывы от русскоязычного читателя. Я действительно в прессе тоже нигде не встречала никаких отзывов, очень странно. И что перевод вышел, как-то это все прошло очень спокойно, насколько я знаю. Да? Когда пришли эти книги, и мы поставили их на полки, действительно читатели очень отпугивает, что очень объемный роман, потом смотрят еще, чтобы шрифт был не маленький. Да, это обязательное условие книги, представляете? Вот. И когда я, я так столько слышала об этом романе, но такой толстый. Я говорю, возьмите, если не потянете, вы можете принести обратно. Вот все, кто приносил обратно, я говорю, я не часто бываю, общаюсь с читателями, к сожалению. Все, кто приносил, говорили спасибо, что вы посоветовали взять этот роман. Представляете, вот я могу лично только так сказать, что еще никто не приносил, бывали местные книги, местных авторов приносили, говорили, что это неинтересно, зачем мне это посоветовали. Ни одного отрицательного отзыва мы об этом романе не услышали. Это как говорится, что практически. А что связано с вопросом, некоторые актеры в интервью говорят, что я снимался в фильме или снималась, но я свой фильм никогда не смотрю со своим участием. Или некоторые писатели говорят, что я написал, но я не прочитываю, потому что так много хочется изменить, а изменить уже невозможно. У вас не было такого ощущения, когда все, роман отдан в печать, и вдруг возникло ощущение, что-то хотелось бы там поменять? Да, мне тоже не очень хочется читать свои произведения. Иногда я вынужден. Например, эту книгу читал, чтобы просто смотреть, как она. Но менять нет. С этим моя душа спокойна. Просто вышло, как вышло. Панк. Спасибо. Вышло, как вышло. Замечательно. Еще кто-нибудь? Я спрошу про такую тему, которая, может быть, покажется публике интересной. Мне тоже это интересно. Так получилось, что в последние годы, в последние 10 лет, например, в Эстонии как-то очень заметны стали произведения авторов, которые пишут по-эстонски, их родной язык эстонский, но носят они славянские фамилии. Света Григорьева, Андрей Хвостов, Вахор Афанасьев. Питер Алексеев. Питер Алексеев, да. Некоторые критики, в частности Рейн Раут, причисляют, Хвостова и Григорьеву к русским авторам, хотя пишут они по-эстонски. То есть они называют это «Eesti vene kirjandus». Что на этот счет можешь, Вахор, ты сказать про себя, про свою фамилию, про все вот эти рассуждения? У меня эта фамилия камуфляж, потому что это от деда, и он после войны в Эстонии жил только на год-два. И, как-то мой отец родился, как-то мой дед убежал, да, назад в Россию. Выяснилось, у него уже была семья там. И я не знаю почему, но моя бабушка, она и осталась Афанасьевой до конца жизни.
60-е годы жена моего деда с Ленинграда написала моей бабушке и все как рассказала, что они уже были женаты. Так что этот Афанасий Павел, он не дважды, твоя жена, официально. Я не знаю, как это не было у него в паспорте, что он женат. Обычно в советские времена было, но все равно. Ну вот, и если бы мои родители не покупали бы этот домик в Староверском деревне, тогда я не думаю, что было бы совсем эстонцем был бы. Теперь, хотя что-то есть, но я даже не знаю, Хвостова я не читал бы. Я даже этот русский, эстонский писатель, это не так-то важно, это как-то иногда читается, что режиссер этого фильма то и то, и в другом фильме читаешь женский режиссер и так далее, режиссер. А никогда не читаешь, что мужской режиссер. Так что я не думаю, что это тоже очень важно. Когда человек живет в Эстонии, и эта книга издана по-эстонски, может быть и по-русски здесь, это все-таки эстонская литература. Конечно, можно и на это обратить внимание, конечно. Важно, о чем человек пишет и так далее. Я не знаю, интересно, как Раут меня воспринимает. Еще вопросы? Такие. То есть в этом последнем ответ на вопрос, в какой мере на самом деле эти люди из Причудья для тебя экзотичны, так же как жители Камбоджи или Южной Америки? Для меня они очень Повседневно. да. Очень нормально. Я же живу там пол времени. А как тогда удается выстроить такую оптику? Надо жить не в Эстонии или некоторое время жить на другом месте, тогда все, даже свой дом кажется экзотичным. Так что это только на плане других вестей, других народов. Для меня самого, да. Больше легче сказать, что это просто нормальная жизнь, но все-таки ты можешь жить своей нормальной жизнью, но все равно можешь понимать, что это интересно. Даже если для себя это очень нормально. Ну да, Я
Я даже спросить не хочу, я просто хочу продолжить вот этот разговор. И слово «экзотика» уже в ваших словах меня немножко раздражало, потому что экзотического, в общем-то, в этой книге нет совершенно ничего. Я не говорю экзотика, я говорю этнография. Я говорил, да, это вы говорили. Этнография это тоже совершенно неправильно, потому что этнографический элемент тут, он просто отсутствует в этой книге. Как раз речь идет о том, что книга книгой, а этнографию оставим для музеев. И это совершенно правильно. И эта книга не экзотична, в этой книге нет экзотики, по той простой причине, что она представляет абсолютную историю второй половины XX века. История, которая была очень и очень непростой. И вот все эти непростые вопросы бытия в этой книге и освещаются. И эта книга над этнографией, эта книга над национальностью, что является очень верным. Когда я взяла эту книгу, я читатель искушенный и, в общем-то, достаточно предвзято к ней отнеслась. Но кто, в общем-то, может сказать эстонец о русской? Ну, это так я сначала думала. И потом, когда я начала читать, мне показалось, что некоторые образы, особенно образы главных героев Богдана и Серафима, в общем-то, как-то достаточно схематично. То есть автор умеет, его стиль удивительно тонкий и очень конкретный, но когда дело доходит до главных героев Богдана и Серафима, то есть там идет только схема. И меня сначала это раздражало, но потом я поняла всю гениальность вот этой задумки. И я не хочу, конечно, рецензировать сейчас, но хочу высказать абсолютную благодарность искушенного читателя, автору, я не побоюсь этого слова, гениального произведения. Я достаточно много читаю современной литературы, и я заметила вот такие моменты, что бывает время, когда писатели пишут тонкие произведения, мыслей мало или меньше. То есть вот, можно сказать, в тонком произведении, а сейчас пошла снова эпоха произведений объемных достаточно. И читатели готовы к этим объемным произведениям, когда открываешь эту книгу, я даже не смогла, то есть когда эта книга закончилась очень быстро, я даже разочаровалась, мне уже читать нечего, то есть, а за что-то другое я уже взяться не могла, потому что мне нужно было вот этот роман как-то вот пережить. И я вот еще ничего, кроме Серафима и Богдана, не читала, и я вот просто свое восхищение хочу и свою благодарность хочу выразить Вахру Афанасьеву. Спасибо. Вот ответ на мой вопрос. Эстонские критики называют тебя гением? Я не критик, я читатель. Читатель. Вроде нет. Пока видишь разницу. Вот я думаю, что именно на этой ноте и надо закончить, мне кажется. Нет, Достоевского тоже при жизни не называли, а назвали значительно позже. Почему тоже? Слава Богу, еще жив. Но, несомненно, эта книга является явлением. И очень жаль, если Россия ее не узнает. Она должна обязательно узнать. Это книга для настоящего читателя. Для вдумчивого читателя, который, в общем-то, готов к тому, чтобы читать и размышлять над теми проблемами, о которых достаточно боятся писать, потому что история второй половины XX века, она для нас была очень непростой. А здесь как-то о непростых вещах говорится очень просто, и это очень важно. Мне очень бы хотелось в Россию как-то добраться с этой книгой. Так что если кто-то знает, как. Надо подумать. Спасибо, что пришли послушать. Очень время. До новых встреч. И Спасибо. еще, если